В этом году не подвела погода. Осенние дни выдались холодными, но солнечными, и дождей практически нет. На уборку картофеля вышли несколько сотен человек. И работают тут целыми семьями. В основном это жители ближних сел и республик. Здесь люди могут не только заработать, но и запастись картошкой на зиму. Чем больше работать, тем лучше, говорит Зарема Бисултанова, которая приехала из соседней республики. Картошка очень вкусная. Очень хорошая. Каждый год ездим. Спасибо братьям-ингушам за работу хорошую, позитивную. Молодежь очень радуется. В общем, так хорошо. Комбайн здесь не используется. Кроме того, при уборке вручную картофель меньше портится. По словам фермера Амирхана Хашагульгова, ему удалось собрать картофель с 270 гектаров. Остается еще 160 гектаров. Урожаем доволен и погодными условиями тоже. Надеется, что до конца октября закончат сбор. Сорт где-то до 35 именно у поляс. Тиханиус кварталere халхохан мет герт ахоханж мет квартал дикхул цабаху гуус цабасак халуква вот переборка варса 200 человек общий устахан اشت بالله проблемы астун жуа дух адам хад дуаткум хагули квартал дик абот бол аля хаштай пар долждак. Не мелкая и не крупная, про такой картофель говорят отборная. На заготовительной базе часть урожая отбирают на семена, остальное идет на продажу. От покупателей нет отбоя, приезжают даже из других районов Ингушетии. Мадина Тахтарова работает в этой бригаде только первый день. По ее словам, она очень довольна работой и коллективом. В день каждый фасовщик успевает собрать 20-25 мешков. Сортируется картошка на 2-3 сорта. Первый сорт едовая, вот она крупная, второй сорт чуть вот прелая, вот видите, вот это вот срезается, но она идет как второй сорт, и у нее отдельная цена. А третий вот семенная картошка. Семенную картошку они ее убирают на склад, укрывают сеном и на весну уже на поле вывозят сажать. Скоро картошка будет собрана со всех полей. Раньше продажи было больше импортного картофеля и, соответственно, цены были выше. Но фермеры Ингушетии готовы обеспечить основными видами овощей не только республику, но и поставлять их во все регионы Северного Кавказа. Мака Килиматова, Фатима Галаева, Сурху Кусиев. Новости 24.